Я врач детский ортопед Субанбеков Эрмек Мурзабекович, работающий в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии в отделении детской ортопедии. Сегодня я хотел бы вам сказать о частоте обращений наших пациентов, наших маленьких детей. Частота обращений на данный период, на данный день, можно сказать таковой, что дети с плоскостопием, плосковальгусной установкой стопы обращаются к нам ежедневно, и не один пациент. На данном рисунке вы можете посмотреть, как это может выглядеть на ребенке. Это может быть вальгусной деформацией, что постепенно переходит от стопы, и боли перемещаются выше и выше. Боль в коленном суставе, боль в тазобедренном суставе и в оконцовье переходит на область позвоночника. Визуально вы это можете увидеть в виде отклонения стопы в сторону вальгуса, то бишь изнутри. Эта визуализация может быть, если смотреть на ребенка со спины. Данная патология, плосковальгусная установка стопы, в последующем перерастает в плоскостопие у взрослого человека. Это все мы можем сегодня и сейчас увидеть наглядно на пациентах. Давайте пригласим. У данного ребенка вы можете визуализировать, так, повернись так, лицом. Видите, да? Это костный выступ, внутренняя лодыжка. Это физиологическая норма. Но следующим идет это кость стопы, которая выпирает изнутри. Если мы посмотрим со спины на ребенка, то собери ножки вместе. То отклонение ахилловых сухожилий идет к наружу. То есть у ребенка есть предрасположенность к плосковальгусной установки стопы. Расставь ноги. Как должна выглядеть стопа? Стопа должна быть вот в таком положении. Чуть-чуть расслабь, вот так. Вот в таком положении это физиологическая норма. Для сравнения вы можете посмотреть на две ноги, как здесь расположена стопа и как здесь она низко спускается. Дальше мы также можем наблюдать расширение межпальцевых зон, то есть это называется как поперечное плоскостопие. То есть эти пальчики должны быть ближе располагаться, соответственно, одно другому позволяет создавать картину, которая ведет к плоскостопию. Также при данной патологии у детей может быть обзор именно вальгусной деформации коленных суставов. Это вы можете увидеть тут, что коленные суставы немного обращены кнутри и ротированы. Также мы это можем увидеть со спины. Повернись. Видите, да? Ось конечности идет немного кнутри и обратно спускается в сторону наружу, что соответственно на второй конечности. Но это все исправляемо, если своевременно обратиться к доктору, который назначит вам соответствующее лечение. Что именно вам нужно назначить? Это ребенку нужно заниматься спортом. Мы рекомендуем детям с 3 лет заниматься лечебной либо спортивной гимнастикой и старше 6-7 лет заниматься плаванием. После занятий данными видами спорта дети могут уже заниматься, соответственно, остальными видами спорта по своему желанию. То есть это боевые виды искусства, либо активные спортивные игры. Плоскостопие – это деформация стопы в виде снижения свода стопы, а также смещение костей корня стопы в медиальную поверхность, за счет чего происходит вальгусная деформация голеностопного сустава, что, соответственно, в последующем создает дискомфорт и болезненные ощущения в стопе, и вверх эта боль передается по суставам, то есть переходит в коленный сустав, тазобедренный сустав, соответственно, и дальше в позвоночник. При первых признаках плоскостопия, то есть при первых признаках, когда ребенок начинает жаловаться на боли в голеностопном суставе в области голени, вам нужно будет обратиться для уточнения, либо для исключения данного диагноза. И в продолжении нашей дискуссии я хотел бы вам сказать о том, что
То, что дети к нам обращаются в амбулаторном порядке, это чаще всего обращаются они с небольшими проблемами, но помимо этого мы занимаемся ортопедическими пациентами, которые в случае это врожденная патология, такие патологии, как врожденный вывих бедра, врожденная косолапость, кривошея. И эти патологии, если родители будут обращать внимание с момента рождения, либо будут спрашивать у своего педиатра, и при раннем лечении можно обойтись в основном без инвалидизации ребенка и вылечить на раннем периоде. Но учитывая то, что в наших регионах очень редко обращаются к своим педиатрам, к своим врачам по месту жительства, и данную патологию мы во многих случаях узнаем в поздних сроках развития этой болезни, и, соответственно, приходится длительно лечить и, соответственно, длительный период реабилитации. Хотелось бы сказать всем родителям, что после рождения ребенка мы вам настоятельно рекомендуем обратиться в отделение детской ортопедии для получения консультации и профилактики ортопедических заболеваний.